Ребята, добрый день. Меня зовут Донченко Олеся Дмитриевна. Я мастер производственного обучения. Сегодня у нас тема мастер-класса медово-имбирный пряник заварным способом. Сейчас я вам покажу, как мы завариваем медовое тесто и какое для этого нам необходимо сырье. Начинаем мы с меда. Далее идет у нас сахар. Все у нас сырье должно быть подготовлено по весу. Теперь нам необходимо сахар с медом растопить, чтобы не было кристаллов. Пока наш сахар с медом топится, я вам расскажу, какие нам еще необходимы ингредиенты. Нам необходимо специи, это корица и имбирь, пищевая сода, сливочное масло, яйца и мука. Все наше сырье выставлено в порядке очереди, как мы будем закладывать для заварного теста, для имбирного пряника. Сейчас у нас начался процесс, у нас топится сахар с медом. Процесс проходит очень быстро, поэтому нужно постоянно помешивать деревянной лопаткой, чтобы не было привкуса горелого сахара и меда. Вы сейчас почувствуете приятный запах меда, правильно? Который топится. Нам нужно растопить, чтобы у нас не было кристаллов меда и сахара. Затем мы добавляем наши специи. Вот можете обратить внимание, у нас мед и сахар растопился, у нас нет кристаллов. Теперь мы добавляем наши специи. Сейчас также вы почувствуете приятный запах корицы и имбиря. Нам нужно все перемешать, чтобы у наша масса была однородной, без комочков. Чувствуете приятный запах специй? Далее у нас идет пищевая сода. Когда мы добавляем пищевую соду, у нас начинается процесс гашения пищевой соды, и сода с медом обретает золотисто-янтарный цвет. Это дает нашему имбирному прянику очень красивую структуру. Вы, наверное, знаете, как выглядит тесто имбирного пряника. Вот, обратите внимание, наша полузаготовка готова. Здесь у нас получается мед, сахар, специи и пищевая сода. Нам нужно немножко остудить нашу массу. Далее мы добавим масло сливочное, яйца и уже муку. Вот видите, какой получается красивый цвет. Он такой будет янтарно-золотой. Масло сливочное мы добавляем частями, чтобы масса у нас не отщелкнулась и была однородной. И быстренько все перемешиваем. Также нужно работать осторожно, чтобы не получить ожог, потому что, вы, наверное, обращаете внимание, идет горячий пар. Так, частями мы добавляем наше масло. Видите, идет процесс. Руку нужно держать осторожно, чтобы не получить ожог. Посмотрите, какой красивый янтарный цвет золотой. И бесподобный будет вкус пряничного заварного теста. Но теперь, чтобы добавить наши яйца, нам нужно нашу
массу заварную немножко остудить, чтобы яйца у нас не заварились. Если мы добавим яйца в горячую массу, яйца у нас просто заварятся, и структура теста у нас уже будет совершенно другая, не такая, как должна быть. Также яйца всегда нужно пробить венчиком кондитерским, чтобы масса у нас была однородной. Белок будет смешан с желтком. Смотрите, какая красивая, пластичная консистенция, правильно? Пряничное тесто очень легко делается, очень доступное в продуктах. Вы даже можете дома потом отработать, сделать пряники. Пряники можно делать абсолютно любой формы, любой вырубкой, насадкой. На Новый год пряники – это самая актуальная тема, считается, правильно? Вы можете использовать любую помадку в оформлении. Ну вот наша масса немножко остыла. Теперь мы поэтапно добавляем наши яйца и также быстренько перемешиваем, чтобы яйца не заварились. Вот вы, наверное, обратили внимание, то, что яйца мы взбили венчиком, у нас идут меланж однородный, правильно? И быстренько перемешиваем. Сейчас наше тесто должно немножко остыть, потому что если мы сразу добавим муку, мука у нас заварится. И структура теста будет у нас не эластичная, и при формовке пряников она у нас будет просто рассыпаться и рваться. Поэтому буквально несколько минут нам необходимо, чтобы наше тесто остыло. Дальше мы продолжим. Посмотрите, какой красивый золотистый янтарный цвет. Пока у нас есть несколько минут, чтобы наше тесто, наша заварка остыла, я вам могу показать, какая структура теста у нас уже готового теста. Вот, вы можете обратить внимание, ранее я подготовила тесто, положила его в холодильник. Тесто должно отдохнуть, стабилизироваться, и оно получается таким вот эластичным. Вот видите, какое оно? Сейчас я вам покажу, как мы будем формовать пряники. Далее мы вернемся к заварке теста, когда оно у нас немножко остынет. Для этого нам необходима мука на подпыл, скалка, тесто мы берем небольшими порциями, чтобы нам было легче раскатать. Обратите внимание, какая красивая эластичная структура у теста. И мы начинаем раскатывать и формовать наши пряники. Также заранее вы должны подготовить лист с тефлоновым покрытием. Сегодня тема нашего мастер-класса посвящена рабочим профессиям. Вы, наверное, обратили внимание, то, что у нас пряня с рабочими профессиями выражена. Но также у нас подготовлено множество трафаретов. Вы также сможете принять участие в вырубке и вырезке пряничного пряника. Но сейчас, чтобы быстрее вам было понятно, я это сделаю другими вырубками, которые вы потом сможете самостоятельно оформить уже после выпечки. Это у нас тюльпан. Мы его так вырезаем и перекладываем на подготовленный лист кондитерский с тефлоновым покрытием.
Дальше наши пряники будут отпекаться при температуре 180 градусов примерно от 7 до 10 минут. Они отпекаются моментально. Если их пересушить, пряники будут очень сухие и твердые. Вот таким образом у нас получаются пряники. Готовые пряники мы ставим выпекать при температуре 180 градусов от 7 до 10 минут. Наши пряники отпекаются. Мы возвращаемся к заварке нашего теста. Заварка наша остыла до нужной нам температуры. Теперь мы добавляем подготовленную муку. Муку мы добавляем поэтапно. Также деревянной лопаткой мы замешиваем наше тесто. Промешиваем лопаткой сначала, чтобы не было комочков. Потом мы тесто сможем до однородной массы вымесить на столе уже вручную. Только после этого мы сможем тесто убрать в холодильник, чтобы тесто стабилизировалось. Вот обратите внимание, какое тесто у нас получается красивое. Видите? Янтарного такого цвета. Тесто получается уже заваривается, остывает, и оно получается более густое, более тугое, но также красивое и эластичное. Вся рецептура только через весы, потому что от себя нельзя убавлять или добавлять ингредиенты. На выходе изделие уже будет неправильной формы. Теперь нам наше тесто нужно вымесить до нужной нам консистенции. Мы вымесили лопаткой, теперь мы его выложили на стол и вручную мы его должны вымесить до эластичности. Обращайте внимание, какое оно эластичное, приятное на ощупь, не клеится к рукам и не плывет, потому что у нас все заложено по рецептуре. Тесто также должно быть примерно 40 градусов, чтобы мука слегка заварилась. Тогда наше тесто будет эластичное. И при вырубке формочками пряники они у нас не будут стягиваться. Вот такое у нас получается тесто на выходе. Теперь мы его убираем в холодильник, чтобы наше тесто отдохнуло, было эластичное и стабилизировалось. Они отпекались 7 минут, потому что наши пряники мы сделали маленькой формы. Также, когда мы открываем нашу печь, нужно отходить, чтобы вышел горячий пар, и вы не получили ожог. Обратите внимание, какие они у нас получились пышные, мягкие и красивые. Только после полного остывания мы можем приступить к оформлению пряников нашей тематики. Уважаемые студенты, сегодня я хочу вам показать мастер-класс на тему оформления айсинга. Оформление айсинга я сделаю сегодня на пряниках. Хочу объяснить, что такое айсинг. Айсинг – это сахарно-белковая смесь для оформления тортов, пирожных, а также пряников. То есть айсинг он состоит из таких продуктов, как сахарная пудра, альбумин или белок и вода. Альбумин – это альтернатива нашему белку. Белок, знаете, белок яйца, яичный белок, а сейчас есть альбумин, то есть это сухой продукт, выдержанный сухой яичный белок, который ферментирован, и он получается такой сухой порошок. Можно сейчас пользоваться им вместо белка. Ну, можно сейчас, допустим, вместо белка можно им пользоваться. Можно и жидким белком. Но для айсинга он сейчас получается очень так актуальным и он быстро делается и держит хорошую структуру для айсинга. Итак, начинаю делать айсинг. Айсинг еще называют королевской глазурью.
Так, айсинг, чтобы сделать айсинг, я беру подготовленную 500 граммов сахарной пудры, вкладываю его в чашу от миксера. Чашку от миксера. 10 граммов альбумина. Я уже подготовила, взвесила, просто чтобы не взвешивать все это. И 75 миллилитров воды. Все это устанавливаю и добавляю в воду эту смесь. Прежде чем включить миксер, у меня сухая смесь. Если я сейчас включу, то все это поднимется в воздух. Поэтому я в чаше миксера немножко его перемешаю, чтобы наша сахарная пудра не улетала в разные стороны. Айсинг вообще его очень долго не месит. То есть у айсинга есть 3 структуры, то есть 3 консистенции. Твердые пики – это когда делают украшения, то есть делают узоры на тортах. А потом гибкая, классическая, то есть это для того, чтобы нанести рисунок на пряники, допустим, или на торты. И еще есть для пряников, допустим, есть еще масса густой сметаны. Вот я сейчас перемешала, чтобы у нас пудра не улетала при взбивании. Ставлю венчик и включаю наш миксер. Опускаю, закрепляю миксер и включаю скорость пока на минимальные обороты. Айсинг нельзя сильно долго взбивать и на сильной скорости. Почему? Потому что он быстро схватится и будет такой консистенции, что его невозможно будет рисовать. Но еще есть в айсинге такая вещь, вот если, допустим, у вас получился айсинг немножко твердый, вот если мы перебили, да, то можно его сделать так, чтобы с ней работать, можно добавить немножко воды, то есть по капелькам. А если, допустим, наоборот, жидкая, то мы можем ее добавить немножко сахарной пудры, только после этого можно вот добавить. То есть консистенция, мы должны ее знать, какая должна быть твердая, какая должна быть жидкая, и для нанесения рисунков 3 разных структур. Сейчас я немножко прибавлю, и сейчас покажу. Где-то взбивать надо ее не очень долго. Почему недолго? Потому что когда при взбивании масса начнет пузыриться, а эти пузырьки, когда мы будем рисовать, эти пузырьки не должны быть в наших мешках. То есть масса будет с пузырьками, поэтому мы ее, когда вкладываем в кондитерские мешки, мы ее немножко так равняем, чтобы пузырьки вышли. Чтобы когда мы нанесли рисунок, будем наносить рисунок или глазировать ее, чтобы пузырьки не были на поверхности нашего пряника, нашей глазури. Сейчас я вам покажу, какая должна быть консистенция. А для того, чтобы рисовать айсингом, у нас есть специальные пищевые краски. То есть, допустим, что вы хотите нарисовать, допустим, глазки или еще что-нибудь. Вот различные краски для этого существуют. Пищевые красители. Надо проверить, готова наша масса или нет. Вот она, смотрите, видите, стекает, пики получается. Значит, масса уже наша готова. Снимаем.
айсинг наш готов. Чтобы я показала. Хочу показать, допустим, вот готовая масса. Хочу вам показать, как надо правильно красить ту или иной цвет. Тот или иной цвет. Вот, допустим, нам нужен какой цвет? Какой покрасить цвет? Красный, да, допустим? Берем. Вот эта консистенция надо для того, чтобы... Вот, нужно пряник? Консистенция, это вот такая твердая консистенция для того, чтобы сделать контур. То есть контур делается на прянике по самому краю. Для чего мы делаем контур? После того, как мы сделаем контур, мы будем его сверху еще оформлять глазурью. Чтобы глазурь наша не вытекала по краям этого пряника, мы делаем контур. А контур должен у нас быть немножко твердый, в таком состоянии. А чтобы рисовать, мы по одной капельке добавляем сюда воду, и только потом мы можем ее рисовать. Сейчас я вам в процессе все это покажу. Вот это вот консистенция для того, чтобы... Сейчас я вам покажу. Видите, вот это твердая консистенция. Это белый цвет. Контур. Вот так рисуем контур. Видите? Это контур. Она должна высыхать, в течение 20-30 минут. Мы сейчас посмотрим, вот я вам пока положу. А теперь я хочу показать, как можно ее... Как делать заливку? Видите, контур у нас есть, а чтобы залить ее, у нас для заливки она, видите, немножко должна быть консистенция жидкая. Видите, когда я делаю заливку, она за контуром не заходит. Поэтому делается контур специально. Сейчас я делаю заливку, а заливка, она должна быть немножко гуще, чем контур. Вот так вот делаем заливку. А чтобы здесь не образовывалось воздуха, немножко можно ее по столу вот так побить. Видите? И она будет уже разглаженная. Вот такой пряник получается. Видите? Это контур, а это заливка. То есть две консистенции. Так. А что, я хочу показать, как можно, допустим, сделать контур или как окрасить, как добавляется краска. Краска добавляется очень аккуратно и очень по капельке добавлять надо. И хорошо ее перемешивать. Видите? Чуть бледный получился, да? Если бледный получился, то поэтому надо ее по мере потихоньку, по каплям буквально. Если мы сразу, допустим, если я сделала 2-3 капли, то она окрасилась бы очень ярко в красный цвет. Она слишком, смотря что мы будем рисовать, мы должны знать, какой нам цвет нужно для того, чтобы мы рисовали. Видите, еще вторая капля, уже другой цвет поменялся. Видите, да? Уже другой цвет получился. Нам еще надо, допустим, рисовать губы там или еще что-нибудь. Мы еще добавляем по одной капле. У нас уже получается насыщенный красный цвет должен получиться у нас. Он получается глянцевый и красивый. Все. Видите, буквально одна капля уже цвет. Поэтому мы должны айсинг окрашивать очень аккуратно. Потому что, допустим, если вы сделаете ошибку, сделайте слишком яркий. Сегодняшняя тематика у нас посвящена рабочим профессиям, то есть этот год объявлен годом рабочих профессий. Мы сделали, с Олесей Дмитриевной мы сделали специальные заготовки, это рабочая профессия. Мы сделали пряник, знаете такой пряник, да? Мультяшный герой. Мы просто сделали по его трафарету. Вот на бумаге Олеся Дмитриевна сделала, а мы сделали вот такой вот. И наполовину его украсили,
А теперь я хочу вам показать элементы, допустим, ну, что можно ему одеть. Он в рабочей профессии, можно сделать ему комбинезон, допустим, да? Сейчас я вам покажу, как это можно сделать. Вот так, линии, аккуратно. Вот это будет лямочки, да, получается? И комбинезон надевается вот так. Так одевается комбинезон. Видите, я сделала. А теперь, чтобы залить ее, нам нужна жидкая, да, более-менее? Жидкая нужна. Поэтому я не буду разбавлять, но видите, вот контур я сделала. Сейчас я вам пока дам всем мешки, и вы будете уже смело оформлять и сделать, да? Так как этот год объявлен годом рабочей профессии, мы сделали пряники, и каждый пряник мы посвятили профессиям, то есть рабочим: повара, строители, парикмахеры, швеи, пожарные, строители. Здесь мы сделали разную тематику для того, чтобы оформить наши пряники. Наш мастер-класс пришел к заключению. Мы сегодня вам показали, как делается заварной имбирный медовый пряник, а также оформление айсинга. Спасибо.